Эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах в регионе на сегодня. Добрый день. Какова сегодня эпидситуация по региону? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженным. По данным Управления Роспотребнадзора, по республике выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции, в городе Якутске 65 случаев. Осложняется ситуация в Усть-Алданском и Чорапчинском улусе, где выявлено по 5 случаев. Более или менее стабилизируется ситуация в Мегино-Кангаласском улусе, тем не менее этого нельзя сказать об увеличении случаев в Сунтарском улусе. В Кангаласском улусе также идет увеличение случаев до 4, и осложняется ситуация в Амгинском и Намском улусах, где выявлено по 3 случая с большим кругом контактов. Необходимо обратить внимание на ситуацию в Вилюйском и Нюрбинском улусе, в которых выявлено по 2 случая, и также по 1 случаю выявлено в Алданском, Верхневилюйском, Верхоянском, Аймиконском, Мирнинском. За сутки лабораториями Управления Роспотребнадзора и учреждением здравоохранения республики проведено 2876 исследований. Всего обработано за весь период пандемии 1 095 217 тестов. Учреждения здравоохранения продолжают иммунизацию населения. На 25 мая 2021 года в республику поступило 154 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Сегодня первая доза привита у нас в республике 136 929 человек. Необходимо обратить внимание на то, что вакцина поступит и на этой неделе, и при этом ответить на вопросы тех граждан, которые говорят о сложившейся ситуации по иммунизации. На настоящий момент основная вакцинация у нас проходит в городе Якутске, в Мегино-Кангаласском улусе. И, соответственно, поступающие очереди, которые у нас есть в Нерюнгринском, в Алданском, Мирнинских улусах, будут также непосредственно удовлетворены по требованиям по иммунизации. И, соответственно, вакцина в ближайшее время в эти улусы поступит. Я хочу добавить разъяснение по обязательной вакцинации в нашей республике. Мы знаем все, что с начала апреля у нас стала по всей республике Саха-Якутия санитарно-эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции напряженной. В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы, а на сегодняшний день наибольшая заболеваемость регистрируется среди взрослого населения и работающего населения, и нет четкой тенденции к снижению заболеваемости. Поэтому мною, главным государственным санитарным врачом по республике Саха-Якутия, 19 мая было вынесено мотивированное постановление главного государственного санитарного врача по иммунизации населения. В это постановление включены обязательные рекомендации всем работодателям, что они должны привить своих работников. Существует национальный календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, на основании которого мы сегодня работаем и начали проводить тотальную вакцинацию взрослого населения нашей республики. Но, как сказала Ольга Валерьевна, план у нас провакцинировать 70% взрослого населения республики Саха-Якутия. На начало мая у нас было привито по республике более 120 тысяч взрослых людей. И сейчас у нас стоит в плане в первую очередь провакцинировать 70% взрослого населения в городе Якутске и Мегино-Кангаласском районе. К примеру, за последние 4 дня мы по городу Якутску и Мегино-Кангаласскому району привили около 18 тысяч человек.
Я хочу отметить, что обязательной вакцинации подлежат некоторые категории граждан, работающего населения, какие как в первую очередь это медицинские работники сами, которые работают в очагах инфекционного заболевания, это работники образования, социальной сферы, это работники, занятые в промышленности, энергетике, строительстве, жилищно-коммунального хозяйства, это наши силовики, ну и в первую очередь, конечно, это наши пожилые люди старше 60 лет. Лица с хроническими заболеваниями, которые подвержены в первую очередь заражению и тяжелым формам заболевания. Поэтому, согласно постановлению главного госсанврача, теперь все работодатели обязаны организовать и обеспечить вакцинацию своих сотрудников. Это касается не только государственных и бюджетных учреждений нашей республики, но и индивидуальных предпринимателей и руководителей тех организаций, федеральных, которые работают здесь, на территории Республики Саха-Якутия. Поэтому всех призываю, руководителей организаций, предприятий, вообще население нашей республики, мы должны активно пройти этот курс вакцинации, потому что у нас неблагополучие по всей территории, и нам нужно в краткие сроки иммунизацию сделать население, чтобы выработался коллективный иммунитет, и чтобы мы в лето, к осени вошли уже с большой иммунной прослойкой. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу с последней информацией о текущей эпидобстановке. Далее расскажем о других новостях, а вот главные темы. Близ Среднеколымска провели несколько подрывов льда. После устранения затора вода пошла на спад и уже ниже критической отметки. Сложнее с лесопожарной обстановкой. В Якутии за сутки загорелось 11 тысяч гектаров леса. Новую доильную установку уже к концу этого месяца запустят в кладовой Алекмы. За монтажом наблюдала наша съемочная группа. 5 подрывов льда провели на Колыме для устранения затора у Среднеколымска в Якутии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Подрывы произвели в 32 километрах ниже райцентра, в результате чего ледовое поле было разрушено, уровень воды начал снижаться. Всего проведено 5 подрывов, израсходовано порядка 5 тонн взрывчатки. Сегодня заторов на реке Колыме не наблюдается. Активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка наблюдается у местности Банские острова, а верхняя кромка у города Среднеколымск. Уровень воды составляет 1119 сантиметров, при критическом 1200 сантиметров. У населенного пункта Зырянка уровень воды составляет 515 сантиметров, при критическом 850 сантиметров. Накануне в связи с затором в городе подтопило взлетно-посадочную полосу аэропорта. Авиакомпания временно приостановила выполнение регулярных рейсов ЯП-217 и ЯП-218 до Среднеколымска и в обратном направлении. Запланировано выполнение стыковочных рейсов через аэропорт Белая гора. Большого скопления пассажиров не наблюдается. На сегодня из Якутска до Среднеколымска летит 10 пассажиров, в обратном направлении 13 человек. На реке Амге наблюдается постепенный спад воды. Сегодня в 8 часов утра у села Харбалах уровень составил 9 метров 70 сантиметров, а в селе Чимнай 12 метров ровно. Напомним, что вода поднялась на трассу Чимнай-Харбалах в 2 местах. После спада требуется восстановление автотрассы. Охотников и рыболовов, выехавших на реку раньше открытия навигации для маломерных судов, ждет штраф от 5 до 9 тысяч рублей. Но деньги ничто в сравнении с жизнью и здоровьем. В воде не всегда видно коряги и бревна, плывущие по течению с подтопленных территорий. Опасность представляют движение льдин и ледовые заторы. Лодки могут в них застрять, повредиться и затонуть. Судоводители считают, что с открытием навигации для больших судов они тоже могут выходить на реку. Инспекторы ГИМС опровергли эту информацию. Навигация для маломерных судов и навигация для большого водоизмещающего флота – это два разных понятия. Навигация у нас всегда открывается с выходом приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства.
10 лесных пожаров за сутки возникли в столице и 7 районах Якутии. По оперативным данным авиалесохраны, площадь, пройденная огнем, составила более 11 тысяч гектаров. Очаги возникли на территории Усть-Майского, Усть-Алданского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Винобытантайского, Тампонского районов и у города Якутска. В зоне контроля расположены 5 очагов. На расстоянии 5-10 километров от населенных пунктов пожаров нет. Ведется следствие. Поджигателей ищут. Передвижные пункты вакцинации заработали в столице. Со вчерашнего дня Якутская республиканская клиническая больница номер 3 запустила 5 мобильных кабинетов. Это 1 автобус ПАС и 4 микроавтобуса. Планируется, что в рабочие дни они будут курсировать по заявкам предприятий города Якутска. В выходные базироваться на Комсомольской площади столицы и в других местах, где все желающие от 18 лет смогут пройти первый или второй этапы вакцинации против COVID-19. Кроме того, РКБ номер 3 принимает заявки от частных лиц для проведения вакцинации маломобильных и пожилых граждан на дому. Перед вакцинацией в передвижном пункте каждого осматривает врач. Вся процедура проходит соблюдение всех санэпиднорм и требований. А на сегодня сколько заявок поступило от организации? Вообще есть? Более 30 заявок поступило от предприятий, а также от маломобильных граждан и прикрепленного населения. Сегодня, автобус стоит у торгового центра Хозмаркет. Завтра уже будет на Комсомольской площади. Каждый день будет меняться маршрут. О маршруте передвижения можно узнать на сайте нашей больницы и в Инстаграм. Сегодня в России отмечается День полярника. С праздником поздравил глава Якутии С.Н. Николаев. Он написал, что полярники – люди самых разных профессий, которые посвятили свою жизнь освоению и развитию Севера и Арктики. Их научные исследования и географические открытия заложили надежный фундамент для развития нашей страны. С.Н. Николаев выразил благодарность всем жителям арктических районов региона и всем тем, кому не безразлична судьба Севера и Арктики. Отметим, что праздник установлен в честь открытия 21 мая 1931 года первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». Посевная кампания стартовала в регионе. На сегодня засеяно зерновых культур более 350 гектаров. Лидирует кооператив «Мандагай». Также сейчас идет посадка кормовых культур. На сегодняшний день посеяно более 5000 гектаров однолетних и многолетних трав. По информации Минсельхоза, на сегодняшний день 867 тонн семян доставлены. Это 74%. А норматив минеральных удобрений составляет более 900 тонн. В этом году в госбюджете региона на поддержку производства зерна, картофеля и овощей предусмотрены почти 200 миллионов рублей. По кормовым маленько идет задержка по поставке семян. Там есть проблемы по финансированию, имеется в виду по оплате, по уже заключенным договорам. Но они в пути. На днях, к концу мая уже практически они будут на местах. И по уделению средств по программе кормопроизводства. Надеемся, что в первой декаде посев многолетним и однолетним травам будет завершен. Порядок у нас заявка уже по кормозаготовке поданы. 16 УСов у нас уже по соглашениям подписаны. Новую доильную установку уже к концу этого месяца запустят в кладовой Алекмы. Что представляет из себя оборудование, на предприятии побывала Елена Фаст. В местности Тюбя идет монтаж новой установки доильного оборудования для летней фермы Инкюрского отделения кладовой Алекмы. В ближайшее время будет произведен запуск установки, после чего стадо будет переведено из зимних ферм на Сайлык. По строительству самого здания доильного зала с новым молочным блоком. Сейчас вот электрики уже подводят свет. И, соответственно, уже начинается монтаж самого доильного зала. То есть одновременно у нас будет доиться 24 головы крупного рогатого скота. Новое оборудование позволит значительно ускорить трудоемкий процесс дойки, приведя все к требуемым стандартам. Во-первых, у нас улучшится качество молока, будет более рентабельно. То есть у нас, получается, здесь обслуживать будет доильный зал всего 2-3 доярки. Вместо 5, да? Ну и надеемся, что будет, в дальнейшем, да, мы хотим вообще развить эти доильные залы и в зимнем варианте на фермах Тюбя и Белькёй.
Перегон скота у нас планируется 28-29 сюда на Инкюрь, 1-2 на Белькёй, потому что непонятно по уровням воды летник Белькёй, село Алёкминское, оно стоит в пойме реки Лена. То есть от уровня воды будет зависеть сам перегон стада. А здесь мы уже 28-29 загоняем. Оборудование будет установлено в новом здании, которое было построено в прошлом году. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. И на этом пока все. До встречи в эфире.